Сытые, довольные, самое главное в безопасности. Они больше не просыпаются по утрам от взрывов бомб и автоматных очередей. Вдали от родины, в дружной Ингушетии они обрели новый дом, полный радости и надежд на светлое будущее. И в то, что члены их семей тоже смогут попасть в Россию. Пятилетняя Ная Альфар очень сильно скучает по своему отцу, который не смог эвакуироваться вместе с семьей. Его не выпустили из сектора Газа. Поскучала баба и по отцу, ее отец там. Девочка верит и надеется, что эта разлука будет недолгой. Ная скучает и по детскому саду, куда она ходила раньше с удовольствием. Ребенок в таком юном возрасте, в отличие от своих сверстников, снова хочет попасть в дошкольное учреждение. Она была в садике Санабель, она хочет все здесь продолжить. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова для них созданы все самые лучшие условия. Уютные номера, трехразовое питание. Опеку над ними взяли и неравнодушные жители, помогающие беженцам через благотворительные фонды Тешим и КДЛ. От настоящего ингушского гостеприимства они просто в восторге. Здесь люди очень добрые, отношения очень теплые отношения. И нам очень спокойно, и нам очень нравится здесь жить. Мы все, что жалеем, мы это знать хороших новостей о наших братьях в Палестине. Сестры Иман и Дали Аль-Султан, можно сказать, на своей второй родине. Их мама ингушка. Она вышла замуж за палестинца. Все это время девушки росли там. Обе вышли замуж. Иман, например, до начала всех этих событий в Газе уже приезжала к родным в Ингушетию. Захотела выйти замуж только в исконно ингушском платье чухе. Они очень счастливы, что попали именно сюда. Общаются на русском неплохо, без переводчиков. Говорят некоторые слова и на ингушском. Нам очень хорошо. Мы чувствуем, что как будто мы дома. Спасибо вам большое. Далжасхал, что нас хорошо встретили. Вы с нами очень прям как будто родные для нас. Нас очень хорошо встретили, если честно. Прям не только мои слова, и не только это я чувствую и думаю. Вот у меня мама ингушка, отец палестинец. Так я жила в Палестине. Там очень было сложно. Но как мы сюда приехали, мы прям чувствуем, что это наш и есть дом. Ну, это наш вот родной дом. А для того, что для тех, которые они с нами, вот через МЧС мы приехали, мне очень приятно, что они тоже самое чувствуют и думают, что очень хорошо, очень приятно нас встретили. От ужаса войны жителей Газы спас глава российского государства. Владимиром Путиным предпринимаются все меры по защите мирного населения Палестины. Поэтому наша держава единственная, не бросившая людей на произвол судьбы. В то время как некоторые близлежащие государства отказывались принять беженцев, в России не раздумывали. Заметно, что только Россия так делала, благодаря Аллаху, тоже нашему президенту и все те, кто делают, ухаживают за нами. Большое спасибо. Все то, что вы нам делали и делаете, это смотря как вы хорошо относитесь к другим. ما في حدا في العالم عمل اللي عملته روسيا للشعب الفلسطيني، واحنا لنا قرايب راحوا على اكثر من بلد، على مصر والمانيا وامريكا، وما في حد تعامل معهم بهالكرم هذا، ما في حد اعطاهم كل شيء مثل ما روسيا اعطتنا. Никто не делал так, как Россия делала для своих, кто у них гражданство российское, например, в Германии, в Египте, везде эти люди, мы знаем, их не обеспечивали так, как нас обеспечивала Россия. Огромную поддержку наша республика оказывает и жителям Газы, которые находятся в Палестине. Ингушетии удалось собрать около 200 тонн гуманитарной помощи. Так, по поручению Махмуда Али Калиматова, палестинцам оказывается вся необходимая помощь. Многие сейчас привыкают к климату, серьезных заболеваний нет. Наблюдаем, назначаем лечение, даем лекарства. И повторно осмотрим, у нас бывает, смотрим, обход делаем детей.
Сейчас по поручению руководства республики прорабатываются механизмы, чтобы беженцы смогли продолжить свою учебу. Дети могли пойти в детский сад, а взрослые трудоустроиться. В окружении любви и заботы кажется, что на некоторое время они забывают о всех пережитых ужасах. Зелимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.